Слово для... Присаживайтесь. Слово для выступления предоставляется представителю, постоянному представителю Джовур Кеңеша в Конституционном суде Самату Хуштабековичу Сыранову. Уважаемые судьи Конституционного суда, уважаемые Тарага, уважаемые участники судебного заседания, Джовур Кеңеш Кыргызской Республики, рассмотрев и проанализировав ходатайство Теплякова Виталия Владимировича, считает приведенного в нем доводу необоснованным, а требования обращая стороны не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. В соответствии с частью 1 статьи 1 Конституции Кыргызская Республика – правовое государство. Деятельность государства основана прежде всего на верховенстве права, режиме законности, признании и соблюдении прав и свобод человека и гражданина. Согласно части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, каждому гарантируется собственная защита его прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами, международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, общепризнанными принципами и нормами международного права. Институт сроков давности является важным элементом уголовного права, балансирующим интересы общества и наказание за преступления с принципом гуманизма и целесообразности. Основные цели обеспечения принципов гуманизма, целесообразности, наказания, снижения общественной опасности деяния и лица с течением времени. Уголовное дело было прекращено на основании пункта 11 части 1 статьи 28 Уголовно-процессуального кодекса Республики редакции от 1 октября 1997 года за истечением срока давности. Это не означало, что виновное лицо освобождалось от обязанности возместить причиненный ущерб. Потерпевший по-прежнему имел право требовать возмещения вреда в рамках гражданского судопроизводства с соблюдением норм гражданского законодательства. В этой связи признание утвержденной силы части 3 статьи 26 Уголовно-процессуального кодекса Республики от 22 февраля 2017 года, предусматривающий недопустимость прекращения дела с течением срока давности в случае невозмещения материального ущерба от преступления и проступка, сама по себе не является нарушением и ограничением конституционных прав потерпевшего. Законом Кыргызской Республики о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики от 16 февраля 2024 года за номером 50 действующей редакции Уголовного процессуального кодекса Республики была возвращена норма, предусматривающая недопустимость прекращения дела без возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. Уголовное законодательство определено, что возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда, причиненного преступлением, является принудительной мерой уголовного правового воздействия, которые применяются судом независимо от освобождения лица от уголовной ответственности либо наказания. Согласно требованиям статьи 3 Уголовного процессуального кодекса Республики, уголовное судопроизводство осуществляется в соответствии с законом, действующим на момент выполнения процессуальных действий, принятия процессуального решения, если иное не установлено данным кодексом. Пункт 22 части 4 статьи 40 Уголовного процессуального кодекса Республики потерпевший имеет право получить от подозреваемого, обвиняемого, осужденного возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненного преступлением. В таком случае потерпевший вправе обратиться иском в суд в рамках гражданского судопроизводства о возмещении материального и морального вреда. Исходя из указанного следует, что законодательство республики предусматривает, что даже в случае освобождения от уголовной ответственности по причине истечения срока давности материальный ущерб, причиненный преступлением или проступком, подлежит возмещению. Это обязательство сохраняется независимо от прекращения дела. Таким образом, законодательство гарантирует, что потерпевший будет компенсирован за причиненный ущерб, несмотря на прекращение уголовного дела. Институт возмещения материального вреда является на сегодняшний день достаточно действенным средством защиты гражданских прав, а также меры гражданской правовой ответственности. Если уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности, это считается нереабилитирующим основанием, то есть человека не признает невиновным, просто государство отказывается от дальнейшего уголовного преследования из-за истечения установленного законом времени. В соответствии с части 1 и 3 статьи 71 Уголовного кодекса Кыргызской Республики возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда применяется судом независимо от освобождения лица от уголовной ответственности либо наказания по основаниям, предусмотренным настоящим кодексом. При применении положения настоящей статьи сроки давности, установленным Гражданским кодексом Республики, не применяются. Согласно статье
993 Гражданского кодекса Республики вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный юридическому лицу, подлежит возмещению лицом, причинявший вред в полном объеме. Следовательно, можно считать, что признание утраченной силы части 3 статьи 26 Уголовного процессуального кодекса Республики от 2 февраля 2017 года, предусматривающей недопустимость прекращения дела за истечением срока давности в случае невозмещения материального ущерба от преступления или проступка сама по себе не является нарушением и ограничением конституционных прав потерпевшего. В целом государством обеспечены все процессуальные механизмы, которые определяют беспрепятственное право каждого участника процесса на судебную защиту, доступность правосудия и возможность выбора способа ее реализации, в том числе в порядке гражданского судопроизводства. На основании изложенного руководства статьи 34 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики просим ходатайство Теплёка Виталия Владимировича о проверке конституционности подпункта В пункта 5 статьи 3 закона Кыргызской Республики о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства оставить без удовлетворения, поскольку не является противоречащим частям 2 статьи 24, части 1, 2 статьи 56, частям 1, 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Спасибо.